В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хацеев. Сегодня в гостях у нас наш постоянный любимый гость Исмаил Денилиханов, председатель Союза художников Чеченской Республики, а также, в первую очередь, председатель Общественной палаты. Скажи, не сложно ли в себе нести столько талантов? Нет, конечно, если быть подготовленным к этому. А что помогает быть готовым? Постоянное обучение, получение новых знаний, поиск чего-то нового. Ну вот относительно недавно, Исмаил, ты еще начал заниматься семинарами по личностному росту. Да. Как Есть ты до такое. такого дошел? Ну, дело в том, что я такие семинары, лекции проводил еще 10 лет назад, в 2014 году. Тогда я проводил для молодежи, для школьников, для старшеклассников. А позже я проводил для бизнес каких-то структур нашей республики. Но это было мероприятие впервые на платной основе. То есть до этого я их проводил бесплатно. Сейчас у меня появились компаньоны, которые занимаются этим вопросом профессионально. Они предложили: у тебя есть знания, давайте это упакуем, оцифруем и продадим как продукт для бизнеса. Компаньоны – это наставник? Нет, это просто А компаньоны. есть у тебя наставник? У меня нет. Нет. Хорошо. Хорошо. Я сам являюсь наставником для некоторых. Давай представителей. перечислим. Ты председатель Общественной палаты. Совершенно Ты верно. председатель Союза художников Чеченской Республики. Ты писатель. Ты художник. Ты занимаешься каллиграфией. И из всего вот этого формируется образ человека, который во многих сферах преуспел. И ты доказал это тем, что тебя признали, у тебя есть выставки, куда ты выезжаешь в Петербург, в Москву, за пределами страны. Какую задачу ты вот перед собой ставишь? Что еще, какую сферу ты готов освоить? Не, на самом деле на данный момент нет никакой-то новой сферы, которую я бы хотел освоить, потому что задача сейчас, скорее всего, масштабировать те сферы, где я являюсь специалистом, экспертом, не знаю, можно сказать, заслуженным, признанным там. Вопросом. Недавно ты встречался с дочерью Муаммара Каддафи, с дочерью покойного Муаммара Каддафи, с Айшат Каддафи. Это случилось в городе Москва. Какие впечатления остались после встречи? Ну, конечно, для меня, как автора книги о Муаммаре Каддафи, я исследовал его биографию, то есть очень кропотливо, собирал по кусочкам и так далее, и так далее. Для человека, который имеет огромную информацию о Муаммаре Каддафи и его семье, конечно, встреча с его дочерью, которая также является очень творческим и политическим деятелем, для меня это была такая очень так серьезная эмоциональная встреча, то есть мне было о чем с ней поговорить, что были конкретные вопросы, которые я хотел задать, у меня это получилось, у нас был очень такой хороший диалог с ней состоялся, и, конечно, главная задача была передать ей книги о Муаммаре Каддафи, что было сделано. Ну, а чувствовалась вот такая некая атмосфера вокруг нее, что этот человек, вот, дочь всемирно известного бывшего лидера исламской джамахирии? Ну, с учетом, что на открытии его персональной выставки, которая была в Москве, в Музее Востока, и перечень высокопоставленных чиновников и лиц, дипломатических лиц, которые было, конечно, на приеме было, можно сказать, что она как бы полностью находится вот в конве социально-политических каких-то событий вокруг Ливии. То есть она, конечно, прямо об этом не заявляла, но было видно, что она имеет какие-то амбиции, возможно, играть роль в современной Ливии. Угу. Из всего, чем вы сейчас занимаетесь, что бы вы выделили бы в первую очередь, что вам ближе всего к сердцу? Ну, на самом деле, ближе всего к сердцу это Общественная палата. Почему? Потому что я занимаюсь Общественной палатой уже 7 лет. То есть для меня это такая площадка, которая дала мне возможности, скажем так, проявить себя в общественной деятельности. Она намного мне ближе, чем все остальное. Но все остальное это было как бы появилось, когда я занимался деятельностью Общественной палаты. То есть это все появилось как бы после. То есть вышло, скажем так, не на первый план, а вообще публику после того, как я перешел в Общественную палату. Конечно, Союз художников для меня тоже является очень близким, потому что последние 1,5 года я плотно занимался делами Союза художников, и последние полгода возглавляю этот союз. И, конечно, творческое направление, оно очень близко. Почему? Потому что в любом случае, как только заканчиваются какие-то государственные общественные дела,
Мы все остаемся обычными гражданами, у которых есть свои вопросы, проблемы и творчество. Есть ли что-то такое, что вас может сбить с толку? Есть непунктуальные люди меня сбивают с толку. Потому что когда день начинается, у вас запланирована куча мероприятий, не только у меня, там, у других людей, а люди просто берут и опаздывают, а потом надо все мероприятия сдвигать там на позже. А это когда задействовано очень много людей, это достаточно сложно. Скажи, Исмаил, вот совсем недавно была выставка художников в торговом центре МОЛ. Угу. Там было достаточно много интересных, красивых работ художников чеченских. Что вам больше всего запомнилось? Нет, ну картины там были разные, но однако картины героев специальной военной операции, они были сделаны на очень высоком уровне. Это был художник-гость Чеченской Республики Михаил Чернов. Он там выставлялся, он предоставил картины. И потом эти картины мы некоторые передали тем героям, которые были нарисованы на этих картинах. Соответственно, это оставило такое впечатление для меня, потому что я портреты не пишу, но вот это умение перенести на холст, на бумагу, на любую поверхность, лицо, изображение человека для меня всегда впечатляет. Я бы сказал, что способность творчески взглянуть на вещи, оно, наверное, помогает вам как-то держаться, наверное, в строю, да? То есть это творчество для вас это некое спасение, либо все-таки это какое-то, считаете, призвание? Нет, творческое, скорее всего, для меня это некого рода основа. Потому что все, что я делаю, в принципе, она основана на творчестве. Потому что всегда есть системный подход, а есть творческий подход. Система всегда находится, творчество всегда находится внутри системы. То есть мы не можем его убрать там из жизни. Потому что даже любое мероприятие, есть там, скажем так, общепринятые нормы подготовки мероприятия. К этому можно, как говорится, подойти творчески. Вот будучи руководителем Союза художников, наверняка приходится иметь контакт с художниками, с людьми, которые проявляют себя в этой сфере. Насколько сложно выявить настоящий талант среди большой массы людей, которые занимаются творчеством? На самом деле выявить талант не настолько сложно. Сложно вывести этот талант, как в кавычках, в люди. Потому что не все творчески одаренные люди хотят, чтобы их знали большое количество людей. То есть они не публичные, то есть они очень скромные, они не могут... то есть им не нужно признание? Им особо признание не нужно вот в таком формате. То есть они хотят признания, но они настолько закрыты, что показать их миру достаточно сложно. А как часто художники продают свои работы? И как часто это очень редкий, наверное, на самом деле случай. 9 из 10 художников картины работы не продают. Почему? Они считают, что творчество, которое дано им Всевышним, они не могут его продавать. Настолько для себя вывел такую короткую форму. А что думает насчет этого Союз художников? Союз художников тоже, то есть из 58, наверное, художников мало кто продает свои работы. То есть они могут их подарить, а вот продать психологически иногда им сложно. То есть, например, потому что среди художников, среди творческих людей есть такие категории, как ремесленники, есть и настоящие художники. Ремесленники – те, которые рисуют картины и сразу продают. Для них это всего лишь ремесло, то есть это их труд, для них это работа. Но абсолютно большинство творческих людей, художников – это художники, которым сложно расстаться со своей картиной. Для них это как бы собственный ребенок, это как дитя, которым они хотят, чтобы только они обладали этими сокровищами. Как можно вступить в ваш союз? Союз художников – это профессиональный союз, поэтому для вступления самое первое, главное – это наличие художественного образования. Это очень важно, потому что рассматривать документы вступления в союз все-таки будут в Москве, в секретариате Союза художников России. Мы всего лишь подготавливаем документы, даем рекомендации. Этап принятия их в союз решается только в Москве. Соответственно, самым главным критерием является, конечно, талант. А что Союз художников дает? Союз художников, я говорю, это профессиональный союз. Вот представьте, в республике у нас очень много художников. Но профессиональных художников, которые входят в союз, всего 58. То есть это люди, у которых очень высокий уровень мастерства,
это уровень признания и, конечно, возможность общаться со своими коллегами по всему миру. То есть удостоверение члена Союза художников дает вам возможность считать себя профессиональным, признанным художником. Ну что ж, мы намеревались поговорить о Союзе художников, естественно, о вас, о вашей деятельности, о тех людях, которые вместе с вами контактируют, работают с вами. И последний вопрос. Что планируете на будущий год? Какой-то, может, масштабный проект, чтобы удивить всех? Да, на самом деле на будущий год у нас достаточно много планов, то есть персональных выставок. Я скажу так, более того, такого количества персональных выставок на наших художников не было за последние много лет. То есть, потому что мы немножко мотивировали их. То есть, художники посмотрели, как все это идет, посмотрели, какое внимание сегодня уделяется и главой республики, и нашим кураторам, первым заместителем руководителя администрации, главы правительства, министром Чеченской республики Хадижет Кадыровой. И, конечно, у нас появился стимул работать, потому что мы получили офис в центре города, все необходимое оборудование для нашей деятельности. И поэтому у нас в следующем году очень много персональных выставок. Будет очень серьезный международный проект-конкурс. Это конкурс по печатной графике. Это будет где-то июне месяце. И большинство планов, конечно, еще вокруг мастер-классов. То есть все художники практически готовы, передают свои знания следующему поколению. И в следующем году просто работа будет усилена, то есть еще больше. То есть наша задача в этом году проявить себя как организация, скажем так, которая взаимодействует со всеми органами власти. Она выполнена, а следующий год – это год, скорее всего, таких уже новых высот. Ну и, конечно, мы приняли у некоторых новых членов документы. Сейчас документы в Москве. Рассчитываем, что все они пройдут и союз немножко расширится. Планов достаточно много. Ну, как все пройдет, увидим все через год, наверное. Подведем итоги в декабре 2025 года. Я вам желаю успехов. ТРСУ. И с наступающим Новым годом. Ну, конечно, пользуясь случаем, хочу всех творческих людей, и художников, и музыкантов, певцов, там, всех поздравить с наступающим Новым годом, потому что творческие люди – это все-таки такая своего рода, так сказать, особенность у любой нации. То есть, поэтому без творческих людей все равно даже вот и годы трудностей всегда они нам дают энергию. Мир был бы черно-белым. Совершенно верно. Это была программа «Актуальное интервью». Вместе с нами был Исмаил Динхадов, председатель Союза художников Чеченской Республики, председатель Общественной палаты, писатель, художник и просто хороший человек. Далат Айберг. ДРСУ.